Была поклевка и досадный сход. Я даже это не понял, что было, или крупный язь, или щука. Но что-то было такое хорошенькое. Кряква с утятами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Ой, дуреха, дуреха. Обучают плавать. Нормальный выводок. Выехали, попробуем еще пару мест. Нет, так нет, поедем домой. Вообще ветер стих, а ловиться вечернего клёва так и нет. Как не было, так и нет. Заехали вот такую вот заводюху между дамбами. Здесь течения нет. Даже, скорее всего, здесь обратное течение. И как-то мы здесь недельки 2 назад на удочку ловили язя неплохо. И потом перед уходом щучку, если помните, ролик был. Сейчас попробуем без удочки. Сначала на резинку, потом воблера поставлю. Как бы здесь щуки бывают. Щука, язь, окунь. Да вся рыба здесь есть. Будет ли она брать с этими перепадами воды от дождей, которые, скорее всего, это влияет. Резину не хочет. Сейчас попробуем еще воблер. Съездим к острову. О, есть. Была поклевка, была. Что-то кто-то тюкнул одноногую лягушку у меня. Только хочешь поменять, и обязательно поклевочка. Ну, что-то нехотя разик тюкнуло, и все. Пробуем вот на такую каракатицу. Типа личинка стрекозы. И в конце небольшой хвостик калачиком. В природе личинка стрекозы намного темнее. Она как бы темно-коричневая. Хариус, в принципе, любит эту наживку, но здесь хариуса нет. Окунь может взять язь. Но в другое время. Сегодня, скорее всего, вечернего клёва так и не дождемся. Да и бог с ним. На жареху поймали. Малосолочка щучки будет. Язечки на консервы. Что есть, то есть. Будет и на нашей улице праздник когда-нибудь все-таки. Обязательно будет.
Так, вертушечка у нас сработала. Язёк. В прошлый раз тем спиннингом тоже так начал поднимать, но я крупнее был, раза в 2, наверное, чем этот. И последний момент, когда удочка приняла вертикальное положение, он резко дернулся. И все. Удочка, верхушка на 2 части, на 3 части разлетелась. Вот такая вот китайская вершинка. Ну вот, одну поклевку мы увидели на вертушку, и все. И опять тишина. Ну, сразу видно, когда не клюет, потому что нету рыбаков, никто не рыбачит. Когда рыба ловится, тут 3-4, а то и больше лодок. А тут до обеда порыбачили, поняли, что ни хрена не клюет, и разъехались по домам. Один коми-рыбак только кидает без толку. Ну как без толку? Половили же, половили. Взяли, так сказать, упрямством. О, кукушка, кукушка, сколько еще рыб я поймаю? Тишина. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 тоже неплохо. 9, 10, 11, 12. Ну, проверим, правильно ли ты мне накуковала. Сколько ты, кукушка, мне накуковала, все равно не будет мало, мало, мало. Еще поклевочка. Кинул к берегу. Так, что у нас там? Только не дергайся, а то опять удочку сломаешь. Вот такой вот язь. О, как хорошо взял. Весь тройник там. Ну, не щуки, так хоть язики сделают нам улов. Язь-кормилец. Взял на вертушечку. Там вот возле берега. На удочку, я так думаю, мы сегодня тоже надергали его. Так. Ну а сейчас работал у нас воблер. Походу это опять язь. Нет, окунь, окунь, окунь. Окунь красавец. Вот такой вот. Еле-еле зацепился. Но не ушел. Значит наш. Скадан. Вот. Это уже хорошо. Это уже приятнее, так сказать.
Еще бы щучку сейчас бабахнуть, и вообще красота была бы. После последнего язя сколько? Раз 5-7, наверное, закинул. И поклевочка. А так уже по полчаса кидаю от рыбки к рыбке. Тучка набегает. Может полить даже. Я в плаще, мне не страшно. Ну. Давай еще что-нибудь такое интересненькое. Приехали на остров. В прошлый раз здесь мы щучку одну поймали перед отъездом уже. Сейчас попробуем. Опа, 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 опа. Это что-то было. Это был удар. Но только за резину, не за крючок. Что-то было резкое, молниеносное. Я даже не понял, что это было. Возможно, это была щука. Так что сразу меняем резинку на воблер. Где наш воблер? Попробуем первым делом с тяжелой артиллерии, с крупного воблера. А потом уже будем поменьше и поменьше. Сначала крупного воблера потаскаем, потом поменьше, потом вертушечку, ну и потом, если уже никто не клюнет, поставим опять резинку. Кукушка мне наяривает, насчитывает. Давай, давай, давай. Считай. Кукуй. Еще была поклевочка. Хорошенькая. На воблер. Может, расклюется еще. Ладно, попробуем поменять. Поставим чуть поменьше. Оп, есть. Блин, опять сход. Этот воблер, походу, любит больше. Я даже не понял. Скорее всего, это язь. Так, ну понятно, этот укололся. Опачки, опачки. Ну ты уже, красотка моя была. Ты уже моя. Сошла, но в лодке. Вторая щучка, отпускать я тебя не буду. По размерам 30 сантиметров есть. А ради понтов, как делают некоторые, с разорванными. Ну ладно, это, скажем, не разорванная. Ну, все равно долгожданная, скажем так. Вторая щучка. Вкусняшка.
Ну давай третью еще. Все-таки соблазнилась на воблер. Все-таки она клюнула. И тем самым подала надежду, что все-таки, может быть, вечерний клев щуки будет. Так, вот еще щучка у нас тут. Головку взяла. Вот это уже красотка. Вот это уже Янска, да. Только что поговорил с Валентиной. Она говорит, ну что уже, езжай, если никто не ловится. Я говорю, вот вечерок, может все-таки третью поймаю. Вот она третья, Янска, да. Клюнула на джиголовку. Попала за язык. За язычок. Вот такая вот красота. Вот так вот. А мне воблеры блеснул. Оказывается, вот оно что надо было. Желтую резину ядовитого цвета. Одноногую лягушку. Вот такую вот. Еще рыбочки подъезжают. Вот она и метнулась, наверное, тогда первый раз, когда подъехали. Не местные, приезжие кто-то, незнакомые. Сетками, походу, промышляют там в кустах. Проверяли, что-то пару раз закинули опять. Поехали туда, откуда я уехал. Что-то было. Рыба-то есть. Может быть, вечерком половится, поклюет. Белые ночи у нас закончились. Сейчас у нас уже темнеет. Солнышко село. Время 8 часов. В нашем распоряжении остался час максимум. Это еще и дороги сколько. Приедем, уже темно будет. Еще небольшой переезд. Встали на срезе Тудамба. Она вся еще под водой. Летом бывало, когда вода маленькая, мы здесь ловили хариуса. Но тут на срезе ловился окунь.
Сейчас мы его попробуем поймать. Оп, что-то было. Что-то было, что-то подергало некрупное. Ну, давай, повторяй. Сейчас здесь попробуем. И на той дамбе еще попробуем, где мы 3 дня назад с Ромкой и с Костяном ловили окуня перед выездом домой уже. Окунь поклевал вечером после захода солнца, неплохо так. Но воды стало больше, чем было. Вода прибыла с того раза. По этой причине он и выеживается. Есть поклевка. Вот пойми их. Вот клюнул на воблер. До этого и вертушку кидал, и резинку кидал. Бесполезно. А на воблер хапнул вот за средний крючок. Он же есть тут. Его тут достаточно. Немало здесь. Окунь-то хороший. А брать не хочет. Ну, коль взял один раз, может быть, возьмет еще кто-нибудь. Раз десяток еще закинем тогда. Уже хотел уходить. Не, все-таки надо удочку брать. Сейчас бы на удочку, на червя, я так думаю, мы бы надергали ведерочко-то окуня. Или язей. Что-нибудь да поймали бы по-любому. Но мы целенаправленно выехали за щукой. Ну, в принципе, 3 щучки. 2 щучки и 1 щуку мы поймали. Так, ну что, еще разик поставим. Одноногую лягушку. Давай, 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 давай. Опа, 4-я. Енскадан. Все-таки я ее поймал. Опять на джиголовку. Вот смотри, вот они почему-то ядовитую резину любят больше. 1 крючок единственный. Не крупная, но она вкусная. Вот. 4-я щучка. Так что не зря. Все, уже хотел переезжать. Нет, как чувствовал. Поставил желтую резинку опять, одноногую лягушку. И она опять на нее соблазнилась. А сколько раз я уже провел здесь и воблером, и вертушкой. И нифига. Так что надо найти к ней подход. И тогда все получится. Вот нравится ей. Еще переехали, поменяли место. Заметил всплеск рыбы. Скорее всего, это был язь, конечно, но может быть и щука. Вот здесь вот в кувшинках возле берега. Надо проверить, надо попробовать. А вдруг?
А вдруг чем черт не шутит? Так, у нас поклевка. Есть окушарик. Уже не зря. Уже не зря остановились, значит, сюда. Мне кажется, щуку мы еще поймаем одну. Сколько там кукушка нам накуковала? 11, 12. Потом еще куковала. С десяток-то мы точно уж поймали. И еще не вечер. Вернее, вечер-то, конечно, уже вечер. Но мы пока еще рыбачим. Клевка. Ну, щура-гайка. У тебя мы, дорогуша, брать не будем. Мы тебя отпускаем. Ты мелковато. Щуренок. По всем правилам ты мелковато. Ну, если бы, конечно, ты заглотила до желудка, смысла тебя отпускать, конечно, не было, но я так думаю, ты выживешь. И вернешься ко мне 3-килограммовой щукой. Ну вот и последняя на сегодня остановка. Здесь мы с Ромкой, с Костей половили окуня позавчера неплохо. 3 дня назад, 2 числа, мы половили здесь окуня. После захода солнца он поклевал здесь хорошенько. Пару щучек вроде бы поймали еще. Сейчас проверим, что изменилось за 3 дня. Ну, тот раз мы причаливали вот туда. Воды было меньше. Сейчас воды побольше. Прибыла вода. И поклевок нет. И поклевок нет. Ну, попробуем. Покидаем резинку. Покидаем воблер, вертушку. И с чистой совестью. Почистим рыбу еще. Хотя бы чешую. Вот, видите, да, коробочку? Сегодня я что-то вам покажу. Помощницу. Купил помощницу по чистке рыбы. Опа! Ух ты! Вот это да! Вот это была поклевка. И это, походу, была у нас опять щука. И это была у нас щука. Но она укололась. Так что еще не вечер. Оп, оп. Мы еще половим. Так, сразу поставим воблер. Покидаем сначала воблер, потом уже резинкой будем баловаться, если не возьмет. Все-таки на воблере. Два тройничка.
И шансов поймать больше, если клюнет. Щука есть, щука себя показала. Может быть, еще что-нибудь, да, выскочит. Что-то поднималось. Задела воблер, не знаю, укололась, не укололась, но так вот потихонечку вел. И оно снизу шандарахнуло. Очень осторожничают сегодня они. Ладно, вдоль берега еще проведу потихонечку. Не успел включить камеру. Вот такая вот еще шурагаечка. Энскадан. На этот раз на вертушечку. Ее мы уже отпускать не будем. 30 сантиметров она есть по-любому. Так что не зря мы остановились. Не зря мы остались на вечер. Ну, это не та щука, которая была. Клюнула здесь. Но та была покрупнее. Значит, еще как минимум как одна есть тут еще. Так, время без 29, 20:40. И мне кажется, надо уже закругляться. Оп, нет, еще не надо. Еще не надо. Еще есть поклевочка. Еще окунь. Вот только забросов 20, наверное, было без поклевки. Чуть-чуть отошли назад, чуть-чуть закинули подальше на середину, и последовала поклевка. Хороший окунь. Но это не факт, что сейчас последует вторая. Нет, вот вторая. Ну, туда тебе и дорога. Но это не факт, что сейчас последует третья поклевка. Все. Парочка окушков подходила голодных. И все. Ладно, до 9 уж. 20 минут еще покидаем. Ну, 10 хотя бы. И потом уже приступаем к чистке рыбы. Здесь как раз вот кусочек дамбочки еще не затопило. Комаров здесь чуть поменьше, чем там возле дома. Да и пока доедем, уже стемнеет. И время где-то около часа езды, наверное, до дома. И до темноты надо успеть добраться. Ну, еще одна поклевка. Это у нас опять окунь. Не зря. Вот такой вот красавец. Ну, мне кажется, этот уже будет последним. Я, конечно, еще закину пару раз. Время сколько? 9? Без 10:09. Взял бодренько. Я туда к резинке еще на крючок окуневый глаз нацепил. Не знаю, помогло это, не помогло. Ну,
Клюнул, еще один клюнул. Не сказать бы, что бешеный клев азартный, как бывает обычно в это время. Но нет до поклевки. Видим. Фу, блин. Ладно, все. 5 раз еще забрасываем. И все. На сегодня хватит. Надо еще рыбу успеть почистить. Раз. Два. Господи. Ну, аккуратненько. Вот такой вот киндер-сюрприз. Щуренок, щуренок. На 4-м забросе. И 5-й. Ну. Все. Так. Ну, это точно 100% последний. 9 есть? Нет, без 8 еще. Оп. Что-то еще зацепили. Окунь. Вот. Все. Нет, еще не все. Кидаем до 9 тогда. А может, это только вечерний клев начался. Так, ну вот, все-таки мы удочки сложили. Время без 5:09. И смотрим, сколько мы сегодня наловили. Ну, в принципе, неплохо. Есть и окушки, есть и щуки, есть и язи. И теперь это надо все нам почистить. Вот. Видите, да, что у меня сегодня есть? Рыбочистка электрическая. Заказывал на Озоне. Если кто смотрел мои весенние ролики, весеннее видео, то вы видели, сколько рыбы мы ловили сетями. Ко мне приезжали ребята. И вот я у них заметил вот эту рыбочистку, как они быстро чистили чешую, потому что мы готовили сразу рыбу, разделывали без голов, без хвостов, без кишков, без чешуи, готовили на консервы. И это у них очень быстро получалось. В общем, спросил я у них ссылку на этот товар и заказал себе тоже. И вот она мне пришла, и сейчас мы будем ее испытывать. Погнали. Так. Давайте вместе с вами посмотрим, что идет в комплекте. В комплекте идет вот такая вот пара перчаток. Мелочь, а приятно. Сейчас мы это испытаем. Так, что еще? Так, это пока кидаем в лодку. Зарядное устройство, блок питания. Рыбочистка у нас аккумуляторная. Еще идет
эти иголки, так вот, чтобы держать рыбу за хвост. Так, тоже пока убираем. Вот она, в принципе, сама рыбочистка. Это запасной нож. Сейчас мы... Тут зубья чуть поменьше. Сейчас мы тоже, скорее всего, испытаем ее, если плохо. Так, и вот, в принципе, сам аккумулятор. Вот такой вот аккумулятор. Тут 4 батарейки. Здесь идет гнездо для зарядки. И вот два контакта. Два контакта. Два контакта так. Рыбочистка крутится по часовой стрелке. Два контакта так. Рыбочистка крутится в обратную сторону. Так. Для правши, для левши. Короче, в общем, с реверсом. Я так думаю, мне, наверное, удобнее будет вот так вот. Сейчас проверим. Так, все. Затянули. Это пока убираем. Ну что, приступаем. Приступаем. Что, давай начнем с самого сложного. Это с язя. Так. О, нифига себе. Ху-ху-ху-ху. Блин, комарики кусаются. В общем, нужен навык. Нужен навык, как я понял. Как-то вот так. Один язык готов. Еще попробуем нашу щуку почистить. Так, ну-ка. Что нам... Как она щуку будет чистить? А, все, я понял. Короче, тут вообще не надо нажимать. Я по привычке как ножом нажимал сначала. Вон. Вот так вот. Все, вон. Все, процесс пошел. Ну да. Быстрее, чем ножом-то. Самое тяжелое у щуки чистить это спину. Справилась на ура. О, все, щука готова. Красота. О. Сначала все почистим, потом помоем. Так, ну давайте проверим окуня. Как он у нас почистит окуня.
Но этим делом, конечно, лучше заниматься на улице. О! Окуня тоже идеальный пиздец. Никогда раньше не чистил окуня, потому что окуня чистить ножом чешую — это долго и муторно. А жарить лучше его со шкуркой. Вон теперь можно спокойно, без особого напряга, чистить окуня. Мощная, конечно, машинка. Ну, надо быть, я думаю, очень-очень аккуратно. Иначе, если что-то не так, можно запросто повредить руку, наверное. Так. А я так думаю, лучше почистить, наверное, попробовать. Ну, сейчас, подожди. Нормально. Теперь мы будем консервы делать с нашим помощником намного быстрее. Фу, блин. О, с головы даже быстрее получается. Все. С головы даже получается получше. В общем, век живи, век учись. Я ее по привычке чистил с хвоста. Оказывается, надо было с головы вот так раз. Все. Прикольная штука, оказывается. В общем, думаю, понятно. Так. Давайте короткое включение. Вижу второй раз в жизни, но пробую. Первый. Я весной пробовал, пару рыбок почистил, мне понравилось. В общем, штука действительно интересная. Ссылку в описании кидать не буду, потому что скажут, это реклама, все такое. Ну а кого заинтересовало, спрашивайте в личку, я вам напишу ссылку на этот товар. Да, в принципе, что ссылку?
наберете в Озоне, рыбачистское, электрическое, аккумуляторное, оно и выйдет тоже. Штучка прикольная, с запасными ножами. Сейчас просто неохота заморачиваться. Вон здесь идет ключик. Поменять второй нож. Пробовал всю рыбу. Что еще? Хариус и сига, думаю, почистить тоже. Если он чистит окуня, щуку, язя, у них чешуя намного крепче, то, думаю, проблем с сигом и хариусом, я так думаю, вообще ничего не будет. Как-то вот так. Ну что, рыбалку мы на сегодня заканчиваем. Сейчас мы дочистим эту рыбу всю. Сколько у нас тут? Ведро рыбы мы поймали по-любому. Рыбалка сегодня была трудовая. Несмотря на сильный ветер, несмотря на бесклевие, все равно взяли упорством. Все равно свою рыбу мы поймали. Как-то вот так. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. По возможности будем выезжать. В деревне очень много работы. Надо одно, другое, третье. Разбираем сараи, косим траву, окучиваем картошку. Но нет-нет, да все-таки выезжаем на нашу любимую речку Печоры, чтобы насладиться вот этой красотой нашего севера. Увидимся на канале, друзья.